26 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,82 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,25-10,4 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,82-79 до 11,02 сомони, 1 российский рубль от 0,1460 до 0,1470 сомони. Экономика Таджикистана в 2022 году продолжала устойчивый рост с минимальными нарушениями из-за войны на Украине, говорится в заявлении представителя Международного валютного фонда по итогам очередной миссии в республике. Отмечается, что реальный рост ВВП на уровне 8% обеспечен в первую очередь подъемом промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. В заявлении подчеркивается, что ожидаемые негативные последствия войны в Украине на экономику республики не оправдались. Денежные переводы замедлились сразу после начала войны, но резко выросли во втором квартале. Это помогло сохранить профицит счета текущих операций и увеличить валютные резервы с $2,5 миллиардов на конец 2021 года до $3,4 миллиардов в октябре текущего года, что обеспечивает более чем 8-месячное покрытие импорта, отмечают представители фонда. Они подчеркивают, что инфляция в текущем году хорошо сдерживалась, несмотря на сравнительно высокие мировые цены на сырьевые товары. Специалисты МВФ ожидают сохранения значительной неопределенности в ближайшей перспективе. Хотя негативные последствия войны пока не оправдались, остается неясным, в какой степени Таджикистан будет по-прежнему защищен от ослабления экономической активности в России, считают в МВФ. Они ожидают, что сокращение денежных переводов окажет негативное влияние на экономический рост с возможными вторичными эффектами для банковской системы. Возвращение трудовых мигрантов из России поможет увеличить потребность в расширении масштабов социальной помощи, говорится в заявлении. В нем прогнозируется, что рост реального ВВП замедлится в наступающем году до 5%, так как аналитики фонда ожидают снижения положительного влияния притока финансовых средств. Третье заседание Межправительственной комиссии Таджикистана и Саудовской Аравии по торгово-экономическому, техническому и культурному и инвестиционному сотрудничеству состоялось в городе Душанбе. Заседание Межправкомиссии прошло под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Садика Дерзода и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида Аль-Фалих. В ходе заседания комиссии были обсуждены важные вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, образования и науки, сельского хозяйства, миграции, энергетики и водных ресурсов, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. В ходе заседания комиссии сопредседатели предоставили полезные рекомендации органам государственной власти и хозяйствующим субъектам двух стран по укреплению взаимовыгодного сотрудничества и созданию благоприятных условий для увеличения товарооборота двух стран. Стороны согласовали вопрос укрепления сотрудничества в направлении привлечения взаимных инвестиций, создания совместных предприятий, в данном контексте укрепления взаимовыгодного сотрудничества для реализации совместных инвестиционных проектов. По итогам заседания комиссии был подписан протокол третьего заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Саудовской Аравии по экономическому сотрудничеству. В рамках третьего заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Саудовской Аравии состоялся инвестиционный форум двух стран. Дефицит дистоплива в Казахстане прогнозируют эксперты уже в следующем году. Сообщается, что объемы производства нефтепродуктов снизится, поскольку все заводы должны уйти на капитальный ремонт. Как итог, рынку будет не хватать более 700 тысяч тонн дизеля к весне, сообщает телеканал Алма-Аты. Нынешние объемы не покрывают потребности рынка, считает эксперт в нефтегазовой отрасли Ирлан Жаукин. По его мнению, за этот год было произведено 5 300 000 тонн топлива. Это значительно меньше действительных нужд. С точки зрения экономики нарушен принцип равной выгоды, считает Жаукин. Проще говоря, в соседних странах Республики Казахстан нефтепродукты реализуются в 2, а то и в 3 раза дороже, чем в Казахстане. Отсюда и ощутимый переток относительно дешевого казахстанского топлива за рубеж и зачастую незаконным путем.
Таким образом, рынку нанесен колоссальный ущерб. Лишь за этот год, по словам специалистов, контрабандисты вывезли из страны 200 тысяч тонн топлива. Но беда в том, что выявить такие факты непросто. Схемы становятся все более изощренными, а предприимчивые нарушители куда подкованнее. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. Между тем, по мнению экспертов, единственный выход – избежать нехватки дистоплива, добиваться выравнивания цен, чтобы рынок сам был заинтересован в импорте, говорят они. Казахстан приглашает все ушедшие из России иностранные фирмы на свою территорию и открыть там офисы, заявил в интервью японскому телеканалу НХК министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Из-за санкций многие иностранные компании прекратили деятельность в России, закрыли свои офисы. Мы предлагаем этим компаниям переехать в Казахстан и открыть офисы, доступ к рынку открыт, сказал он. Тлеуберди отметил, что страны Средней Азии, включая Казахстан, позитивно настроены на построение взаимовыгодных практических отношений с Японией и другими партнерами. Особенное внимание Казахстан уделяет возможности для того, чтобы Казахстан развивался как промежуточная территория для транспорта и движения товаров. Казахстан, привлекая инвестиции из-за границы, может стать центральной территорией, связывающей Европу и Азию, сказал Тлеуберди. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого он принял участие во встрече глава МИД Японии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.